Изучение традиционного карате предполагает динамическое использование всего тела, что дает физические преимущества самого высокого качества. Хотя карате стремится к развитию физических качеств человека, также оно приносит пользу психологическому состоянию, обеспечивая общее эмоциональное равновесие и устойчивость. Наша секция уже существует больше 4 лет, занимается в настоящее время около 50 человек в клубе «Карате Джон». Возраста самые разные, мы принимаем от 4 лет и без ограничений уже по возрасту. Даже есть кому за 40, кому за 50. Очень легко попасть, но сами понимаете, на тренировки тяжелые, поэтому мало кто остается здесь, выдерживает. Как бы умело ученики не владели техникой карате, совершенствовать знания необходимо постоянно. Повышать уровень мастерства воспитанникам клуба «Джон» помогают ежегодные семинары. Очередной из них прошел под руководством трехкратного чемпиона мира, мастера боевых искусств России, шеф-инструктора Международной лиги боевых искусств Сергея Сизова. Точнее объяснить, что такое семинар, можно сказать, если сравнить карате с чтением. Один философ сказал, что чтение – это художественное, духовное упражнение. И если мы сравним карате с чтением, то можно сказать, что это чтение интересной, увлекательной и мудрой книги. Цель семинара – обучить воспитанников новым приемам, закрепить и совершенствовать пройденный материал и в итоге повысить уровень знаний каратистов, подтвержденных очередным поясом. Ребятам секция приходится по душе. Некоторые из воспитанников занимаются карате уже долгое время и останавливаться на достигнутом не намерены. Я хожу на карате примерно 4 года. Мне очень сильно нравится карате. Тут тренер хороший. Он помогает всегда. Учит всему хорошо. Я 6-й год уже хожу. Ну, это второй Q. Буду сдавать сегодня на 1-й вечером. Через 2 года, может быть, на 1-й дан уже. То есть черный пояс. По итогам двухдневного семинара воспитанники клуба «Джон» получили не только новые знания, но и сдали экзамены на пояса. Теперь руководитель секции строит планы на ближайшую перспективу. Если у ребят появится спонсорская поддержка, то уже в конце ноября они примут участие в ежегодном клубе Урала, который проводится в Стерлитамаке. Ну а в декабре сибайские каратисты хотят блеснуть мастерством на чемпионате России в Карелии. Евдокия Титаренко, Елена Афанасьева, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.